В октябре 2001 года Охотдепартаментом Министерства сельского хозяйства России была поставлена задача перед Охотуправлением округа о проведении работ по аэровизуальному учету дикого северного оленя и определению сезонных миграций стад на территории Чукотки. Это звучит, по-моему, достаточно громоздко и официально, чтобы определенная часть телезрителей переключила свои телеприемники на другой канал. Однако не спешите. Подсчет дикаря, пресечение браконьерства и отстрел волков – вот три задачи, которые стояли перед началом рейдов чукотских охотоведов. Последний раз такие полеты на территории округа производились в июле 1997 года. Причина – все та же нехватка денег, а занятие, как вы понимаете, весьма дорогостоящее. Наиболее эффективный способ уничтожения волков на территории округа – это является с применением авиатранспорта. Конечно, есть и другие методы, капканный лов, значит, отстрел непосредственно с огнестрельного оружия, но они малоэффективны, хотя достаточно, конечно, вносят весомый вклад в уничтожение хищников. Но самым наиболее эффективным это является применение авиации. Значит, что желательно, конечно, повысить, значит, выделение средств улучшить для борьбы с хищниками. Ну, естественно, и борьба с браконьерством – это тоже является основной целью нашей работы. И хотелось бы, чтобы средства с применением авиации выделялись почаще. Охота на волков – старинная русская забава. Однако охотоведы вылетели для их отстрела совсем не ради развлечения. Одна из самых главных проблем оленеводства на Чукотке – это волки. Взрослый самец северного волка достигает 120 килограммов веса. Конечно, у оленеводов есть собственное оружие, но случаи, когда все же удается подстрелить серого хищника, а тем более полностью обезопасить свое стадо от их нападок, происходят нечасто. Ну, например, в позапрошлом году пастух Борис Геутегин умудрился убить 18 волков. В большинстве же случаев просто необходим отстрел с помощью вертолета. Насколько опасен волк для оленей, нам очень показательно объяснил опытнейший егерь в селе Усть-Белое. Для бригад, для домашнего оленеводства, в общем-то, очень опасны в том плане, что при обучении молодняка они в день могут до 50 домашних оленей просто затравить и бросить. Ну, чисто это идет учебный процесс, но он, в общем-то, довольно накладный. Если они в день даже будет по 10 штук, зима длинная здесь, то стадо в 2000 они могут просто в пыль превратить за зиму, одна стая волков. Естественно, конечно, для пастухов это враг номер один, но для человека это не опасный зверь. Первый день полетов не дал особых результатов. Отдельные небольшие группы дикого оленя, встреченные в районе Чуванского, всего лишь подтвердили, что основные миграции дикаря уже миновали эту область Анадырского района. Волков мы тоже не нашли. Не помогли в поисках и оленеводы небольшой бригады, расположенной неподалеку. К слову, стадо около 800 голов обслуживает всего лишь 6 пастухов. Бригада относительно благополучная, даже имеется собственный новенький снегоход. Сейчас у нас пока вот как новый губернатор стал, у нас все сейчас хорошо. И с продуктами легче стало, и вообще зарплатой. Вообще совсем хорошо стало. Ребята вот стараются, так что нормально. Как волки? Ну, пока сейчас их нету. Вот недавно дикари прошли, они, видимо, с ними ушли. И вот они сейчас там ниже немножко по течению Анады. Там другие стада, вот там у них есть, а у нас пока нет. Следующие рейды на вертолете были гораздо результативнее. Как уже упоминалось, одной из задач было пресечение незаконной добычи дикого оленя, проще говоря, браконьерства. Браконьеров нашли там, где и не ожидали. Приземлились возле одного из рыбучастков совхоза «Снежный». Место называется Вакарево, один из протоков реки Анадырь. У местных рыбаков охотоведы обнаружили 2 охотничьих ружья, документов на которые у них не было. Естественно, рыбаки сделали вид, что видят их в первый раз. Это, в принципе, обычная картина. Начинают отпираться, друг друга покрывать. Рядом, вы видели, в подсобном помещении метров 50 в сарае обнаружена туша дикого северного оленя со следами пулевого ранения, от которой они тоже отказываются. Мы его не добывали, ни разу его не видели. Вот. Хозяин базы находится в Снежном. Если будет возможность, погода позволит, мы туда залетим, будем разбираться уже с ним. А какие вообще шаги будут предприниматься? Что этим людям грозит, которые здесь? Да этим-то людям, которые находятся здесь, ничего не грозит. Прямых улик
что браконьерничали или занимались незаконной охотой именно они, у нас нет. Вы видели, что, в принципе, доказать пока невозможно. Неподалеку от Усть-Белой, на обширной равнинной местности, охотоведы наконец-то обнаружили большое скопление дикого оленя. Подсчитать поголовье, естественно, очень сложно. Основные результаты появятся после того, как будут проанализированы все видео и фотоматериалы. Но по наблюдениям опытных охотоведов, на небольшой площади паслось около 5000 оленей. Как это обычно бывает, где-то поблизости затаились и волки. Это подтвердили и оленеводы. Дикарь беспокоит. Да, сильно? Много дикаря? Ага, много. А волки? Волки тоже, они же вместе с ними. Ага. И вот увели некоторых домашних. Эта оленеводческая бригада оказалась гораздо менее благополучной, чем первая. Здесь катастрофически не хватает людей, очень мало женщин. Продукты последний раз завозились в начале октября, да и то под зарплату. Питаются пастухи в основном олениной. Стадо, которое еще совсем недавно насчитывало около 2400 голов, очень сильно пострадало от дикарей и от хищников. Поэтому сказать точную численность поголовья оленей пастухи не смогли. Однако они смогли указать охотоведам место, откуда совершают свои набеги волки. Билибинские вертолетчики проявили все свое мастерство. Маневры, которые Ми-8 совершал среди чукотских сопок, достойны фигур высшего пилотажа. Мы собрались тех людей, которых сократил Чукотавиа. Мы собрались и организовали авиакомпанию. Все ребята много очень проработали в авиации. С 76-х годов где-то так вот, лет по 20, по 25 уже. Все почти работают. О билибинском экипаже можно говорить много и долго. Это действительно мастера экстра-класса. А что касается самой охоты на волков, тут, пожалуй, слова будут лишними. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Из-за ели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка, волк не может нарушить. Волк – очень хитрый зверь. За время командировки мы успели наслушаться историй и от экипажа, и от охотоведов о его коварности. Два хищника все-таки успели скрыться от карабина охотоведа. Конечно, мы были весьма шокированы зрелищем убийства животных. Тем более, что видели это в первый раз. Один из наших коллег, посмотрев сырой материал, сказал, что Гринписа на нас нет. Но все-таки иногда реалии бывают гораздо серьезнее, чем слова или мысли обывателей. А если вспомнить о том, что волки действительно враг номер один оленеводов, то поневоле приходится смириться с подобным зрелищем. Итог рейдов. Исследовано около трети территории Чукотки. Соответственно, произведены все запланированные исследования поголовья дикого оленя. Убито 8 волков. Изъято 2 незаконно хранящихся ружья. И это огромное подспорье в борьбе с основными проблемами оленеводства.